Брифинг на тему «Состав административных правонарушений, следствие и цифры, кто и каким образом подвергается административному наказанию за нарушение антимонопольного законодательства» состоялся сегодня в стенах Ингушского УФАС. Руководитель ведомства поделился статистикой по проделанной работе, а также привел самые яркие примеры выявленных на территории субъекта нарушений. Дело по реабилитации Сунжинского пруда. Там был сговор выявлен на 118 миллионов, самый контракт был заключен. В прошлом году? Да, в прошлом году. Штрафы уже в этом году были наложены. Это на одну из компаний 11 миллионов 120 тысяч рублей, и на вторую компанию больше 7 миллионов рублей штрафы были наложены. Кроме того, что он все эти работы выполнил, в принципе, выполнены работы, там и жалобы были, насколько знаю, проверки были. Кроме всего этого, кроме всех расходов, которые у него были, он еще плюсом в обременении получил еще обе компании, это порядка 17 миллионов штрафов получили еще сверху. Это в любом случае уже убыток. Также журналистам была предоставлена вся информация о программах, реализуемых ведомством, направленных на информирование населения и представителей бизнес-сообщества о последних изменениях в законодательстве, а также повышение уровня юридической грамотности в части антимонопольного законодательства. Актуальность подобного рода программ обусловлена статистикой, исходя из которой часть нарушителей попросту не знали, что нарушают закон, что, как известно, не освобождает их от ответственности. Кроме умышленности заключения контрактов, среди них есть и те контракты, необходимо отметить, которые были немного неумышленно заключены. Это те, которые ввиду у нас наступления пандемии, которые были заключены. У нас почему-то заказчики посчитали, что раз наступила пандемия и раз им законодательство позволяет заключать такого рода контракты для ликвидации, локализации и так далее, борьбы с ковидом, можно заключить эти контракты. Но вместе с тем получалось, что мы начали резко закупать там аппараты МРТ, томографы и другие аппараты, которые у нас были запланированы еще в прошлом году. То есть это те аппараты, которые у нас планово проходили, и они их не закупали. Со всей информацией по работе ведомства, а также о намечающихся мероприятиях любой желающий может ознакомиться на официальном сайте Ингушского УФАС, а также на страницах в социальных сетях. Абдулмалик Билкани, Малсагагиев, Дени Тимурзиев, Вести Ингушетия.